Сегодня мы отправляемся в деревню Мучкас. Недалеко от этого населенного пункта, среди болот и других пресных озер, есть одно соленое. Говорят, искупаться и попить воду из него приезжают сюда многочисленные туристы. Мы тоже решили взглянуть на необычное озеро своими глазами и попробовать воду. Едем по грунтовке. Нам необычайно повезло. В последнее время здесь стояла сухая жаркая погода, поэтому дорога хорошая. Весной и осенью в распутицу, по словам местных жителей, ездить здесь решаются немногие. Возле реки нас уже встречает Анатолий Лобанов. С ним мы договорились заранее. Деревня Мучкас расположена на противоположном берегу Мизени, поэтому в межсезонье и летом добраться в назначенный населенный пункт можно только по воде. Плыть нужно около 2 километров. Название деревни Мучкас по-коми Мучдин произошло от названия реки Муч, в устье которой расположилась деревня. Мучью – река, текущая по Качкарнику. Ниже деревни имеются пороги, которые называются Муддин-Кощьяс – Кощ, порог, перекат. В деревне проживает всего несколько семей, в основном пенсионеры. Когда-то жизнь здесь кипела. Был колхоз, медицинский пункт, детский сад. А вот в этом здании еще несколько лет назад располагалась школа. Сегодня в этом доме останавливаются туристы. Места здесь у нас красивые. Весной отсюда, с берега, можно наблюдать разную птицу. Здесь останавливаются на отдых стаи уток и гусей. Охотники приезжают, охотятся, обязательно с билетом. В прошлом году 5 человек из Москвы приезжали и каждый день охотились. Поскольку сюда трудно доставить провизию, местные жители привыкли запасаться продуктами впрок. В Мучкасе по сей день продовольствие хранят в ледниках. Издавна люди в таких подвалах со льдом и снегом хранили мясо, рыбу, ягоды. Делали такие хранилища в северной части дома, подальше от хлева, чтобы в летний холодильник не проникали неприятные запахи. В леднике любой продукт может храниться до осени, поскольку в этом помещении температура всегда одинаковая. Поздней весной, когда на улице еще много снега, заносим сюда. Вот здесь еда для собак, картошка, рыба. Если лето холодное, снег таять не успевает. Осенью приходится его выносить обратно, на улицу. Зимой же в таких подвалах теплее, чем на улице. Температура выше нуля. Поэтому в холодное время года здесь хранят разносолы, грибы и ягоды. Бывает, что летом у нас выключают электроэнергию. Пока приедут и сделают, много времени пройдет. Иногда связи нет. Приходится несколько дней ждать. За это время даже при наличии холодильника все продукты могут испортиться. Такая яма нам очень нужна. В центре села стоит телефон. По словам местных жителей, аппарат частенько не работает. Но говорят, что скоро в этой глубинке будет спутниковая связь. Местных жителей заверили, скоро они смогут пользоваться связью, не выходя из дома. В последнее время, по словам Анатолия Геннадьевича, люди возвращаются в родные места, покупают и чинят старые дома. Но зимовать далеко от цивилизации по-прежнему решаются немногие. Чиним крышу, делаем конек. Вот еще с другой стороны осталось сделать. Тучи ходят. Будем надеяться, они обойдут стороной, а то с крыши придется слезать. Пока нет дождя, мы все-таки решили посетить соленое озеро. Говорят, в этих местах когда-то даже добывали соль. Сначала едем на лодке,
Потом около 2 километров пешком. В это время года в лес ходить еще не принято. Лесные ягоды только начинают цвести, а комаров и мошек в это время года особенно много. Зато какой воздух! Он пропитан ароматом разных трав и цветов. До озера остается 500 метров. Здесь, по всей видимости, когда-то пробовали добывать соль. Это, наверное, не точно все. Здесь, наверное, тоже пробы брали, ведь это место ближе к деревне, но, видимо, ничего не нашли. Но колодец соорудили. Раньше он был глубже, метра 3-4, сейчас илом затянуло. Ты подумаешь, ну все, мы там уже. Здесь, в 2 километрах от деревни Мучкас, находится соленое озеро. Еще в 17 веке здесь начали добывать соль. Объемы были небольшие. С лотка 1,5 на 5 метров можно было добыть всего столовую ложку соли. По словам местных жителей, соль здесь добывали общины близлежащих селений до конца 17 века. Низкая эффективность трудоемкого процесса соледобычи объяснялась несовершенной технологией. Все кучу помнит этот лоток места. Как я помню, здесь еще недавно были лотки из досок. Соль разливали в эти лотки и выпаривали на солнце в жаркую погоду. В начале 19 века за дело взялся купец Афанасий. Собрав артель из числа местных крестьян, он организовал выемку солевой массы через небольшую скважину прямо в центре водоема. Платформой служил плот с настилом, закрепленный к опорам по периметру. Подъемник в виде журавля позволял довольно быстро выкачивать солевую массу наверх и через мелкую сетку процеживать в отстойные чаны. Затем соль выпаривали на печи. Соль раньше была как валюта. И для них, для отдаленных жителей, скажем, для самой глубинки, соль была как на вес золота. Соль у нас в то время добывали в Серегово. Но каждый хотел, чтобы у него был свой участочек, скажем, своя соль. Но Мучкас к этому не относится. Скорее всего, вот этот купец, о котором вы говорили, может быть, он предполагал, что эта соль сгодится для засаливания, но она совершенно другого состава. В 41-42 годах в Ударском районе работал Плотников Николай Алексеевич. Он исследовал пермские отложения в районе. Попутно ученый нашел и описал 15 природных соленых или сероводородных источников на Ударе. Еще в пермский период, около 280 миллионов лет назад, от Архангельска до Тимана, был огромный морской бассейн. В нем обитали различные живые организмы, о чем свидетельствуют археологические находки. Именно в это время и образовались анальцимы, циолиты и другие вещества. Вода, проходя через слой этих и других пород, насыщается различными микроэлементами, и на поверхность выходит жидкость, обогащенная этими веществами. Минеральная вода в разных источниках республики, в Сыктывкаре, в Серегово и возле Мучкаса, схожа по составу. Исследования мы проводим на стандартный комплекс. То есть мы в каждой воде определяем стандартный комплекс, в том числе бром, йод, стронций, бор, барий. В каждой из этих вод есть эти элементы, но у каждой воды они в определенных количествах. Каждый источник все равно чем-то от друг друга отличается. В нашем регионе, вот от Сыктывкара, даже южнее до Белого моря, мы найдем воды примерно. Чуть-чуть они отличаются, но они примерно будут схожими, потому что был один морской бассейн. А вода здесь и впрямь соленая. Здесь глубина раньше была около 6 метров. Сегодня веревку забыл, померить не получится. 6 километров. Ну, соль. Крутая.
чуть-чуть горьковатый. Вода в соленом озере возле деревни Мучкас больше всего обогащена хлоридами, натрием, кальцием и сульфатами. Именно высокое содержание сульфатов мешает качественной засолке рыбы и мяса здешней солью. Поэтому вряд ли местные жители использовали эту соль в хозяйственных целях. По словам ученых, вероятнее всего, соль добывали около районного центра. Это село Кослан и на реке Вашке. А местная вода годится разве что для лечебных целей. В том же Серегово тоже есть такие содержания таких тех же сульфатов, например, и других, но их там очень мало, и их научились там выделять, потому что их мало, их выкидывали. А вот там их очень много. Поэтому как лечебная вода, это замечательная вода. Вообще в этих окрестностях находится еще 2 озера, но только это соленое. Его местные жители называют Соловад. Это благодаря там геологическим условиям. Видимо, там какой-то разлом был, что вода смогла выйти. Или то, что породы очень близко подошли к земной поверхности, и они тоже там, она смогла выйти. По словам местных жителей, здесь часто встречаются лоси, зайцы, дичь. Но нам на пути ни один обитатель леса не встретился. Здесь утки гнездятся каждый год. Что-то ни одной не видно. Боятся. Спрятались, наверное. А еще местные старожилы рассказывают легенду о том, что в водах Соловад обитает огромная белая щука. Отец рассказывал, что щука-то белая от соли. Мы часто приходили сюда, когда были маленькие, но нам ни разу не посчастливилось ее увидеть. Вода в озере Соловад действительно соленая, как в море. Под действием соленого источника озеро даже зимой не замерзает. Летом же искупаться в этой воде решаются немногие. Вода всегда холодная. Мы попробовали воду из Целебного озера и взяли немного с собой. Так поступают все.